Первое заседание депутатов Народного собрания Республики 7-го созыва – самое важное событие в регионе после прошедших выборов. Ведь выбирают руководящий состав парламента, который будет стоять во главе законотворчества Ингушетии в течение 5 лет. И участие в нем главы республики ожидаемо. Первое слово за ним. Значимо и очень, что мы обеспечили проведение на территории Республики Ингушетия свободных, справедливых выборов, признанных всеми участниками избирательного процесса. Я искренне поздравляю вас с избранием и началом работы в составе 7-го созыва Законодательного собрания. Хотел бы поблагодарить за проделанную работу предыдущий состав Народного собрания Ингушетии, которому удалось эффективно достаточно работать даже в условиях ковидных ограничений, обеспечивающих реализацию поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по поддержке экономики и социальной сферы, а также проводить системную работу в рамках поправок в Конституцию Российской Федерации. Работа депутатов трудоемкая и важная, считает глава региона. Парламентариям предстоит оправдать доверие граждан, и сделать это нужно сообща с исполнительной властью. Махмуд Али Калиматов открыт для диалога и совместной работы. Оказанный кредит доверия вам предстоит вернуть реальными делами во благо общества в республике, наших жителей, согласно наказам ваших избирателей. Понимая, что чувство ответственности за будущее нашей республики необходимо работать сообща, несмотря на политические взгляды и убеждения. Несомненно, исполнительная власть была и остается открытой для конструктивного диалога с каждым из вас в интересах жителей республики. Приятно отметить, что в новом составе есть как и опытные люди, так и молодежь, что позволит сохранить преемственность в политике и в делах. Безусловно, изменения в составе парламента были необходимы, учитывая требования времени наших жителей, потому что сегодня совместной работой мы должны вернуть доверие граждан и чиновникам своим честным и ответственным трудом. Особенно хочется отметить роль самих граждан, которые должны быть активными участниками и влиять на принимаемые органами власти решения, требующие общественного слушания. Сегодня вектор работы региона определен национальными целями развития Российской Федерации, обозначенными президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. В числе национальных приоритетов президент Российской Федерации назвал сбережение народа России, укрепление здоровья и улучшение качества жизни граждан. На выполнение этих задач нацелена проводимая в республике системная работа по снижению уровня бедности, созданию рабочих мест, модернизация сферы здравоохранения, культуры и образования, формированию комфортной городской среды и комплекса мер поддержки семей. Вместе с тем на территории Ингушетии активно реализуются и национальные проекты, и государственные программы. Создается современная образовательная медицинская инфраструктура, реанимируются промышленные предприятия. Работа законодательной и исполнительной власти должны способствовать масштабной реновации этих направлений и в дальнейшем. Важно, чтобы ваша работа сочеталась с реализацией стратегии социально-экономического развития Республики Ингушетия. Следовательно, необходимо развивать законодательную базу для повышения эффективности управления во всех значимых сферах. Так как спикера парламента еще нет, его место занимает самый старший депутат Исаак Астоев. После утверждения повестки дня членов мандатной и избирательной комиссии наступает время избрать председателя. Кандидатура одна – Магомед Тунгоев. Его выдвинула партия «Единая Россия». На 33-й конференции Ингушского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в соответствии с пунктом 16.5 Устава партии путем тайного голосования принято решение предложить фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Народном собрании Республики Ингушетия для выдвижения на должность председателя Народного собрания Республики Ингушетия 7-го созыва кандидатуру Тунгоева Магомеда Умаровича. Данное решение
закреплено протоколом 4-го этапа 33-й конференции от 30 сентября 2021 года. В соответствии с уставом партии «Единая Россия» и регламентом Народного собрания Республики Ингушетия вносим кандидатуру депутата Тумгоева Магомеда Умаровича для избрания председателя Народного собрания Республики Ингушетия. Ну а после началось голосование. Депутатам предстояло поставить галочку «за» или «против». Как выяснилось, решение единогласное. Число голосов, поданных за кандидата Тумгоева Магомеда Умаровича, 32. Число голосов, поданных против кандидата, 0. В соответствии со статьей 5 Регламента Народного собрания Республики Ингушетия на должность председателя Народного собрания Республики Ингушетия 7-го созыва избран Тумгоев Магомед Умарович. Магомеда Тумгоева можно назвать политическим мастодонтом. У него богатый опыт работы в различных структурах власти. Начинал свою работу инженером, был главой администрации Назрановского района, депутатом Народного собрания, вице-премьером правительства и парламента. А до этих выборов депутатом Народного собрания Ингушетии 6-го созыва. Имеет 2 высших образования, является кандидатом экономических наук. То, что меня избрали сегодня председателем Народного собрания, это прежде всего большая ответственность. Ответственность перед народом, а также ответственность перед главой Республики Ингушетия Махмуд Али Макшариповичем. Но нам с вами, как единая команда, я думаю, как вы сегодня мне поддержали здесь на заседании, точно так же в дальнейшей нашей работе у нас будет такое единство. Ну вот, одно из 3 пустующих кресел занято, осталось еще 2. Выборы на должность вице-спикеров также проходят путем тайного голосования. Кандидатов 2 – Аза Хашиева и Руслан Паров. За обоих проголосовало большинство депутатов. Задачи стоят: первое – консолидация общества, второе – работа над законопроектом, потому что парламент – это законотворческий орган. Если говорить о моих ощущениях, у меня такое смешанное чувство. Я знаю, что это очень большая ответственность. Во-первых, мне хотелось бы поблагодарить весь народ Ингушетии за оказанное нам доверие. Это оказанное доверие мы должны оправдать. Я очень надеюсь, что мы сможем это делать, потому что коллектив дружный, скажем так, единый, независимо от принадлежности политических партий или группировок, значит, нацелена на достижение единых целей. Депутаты определили и структуру с численностью парламентских комитетов, а также избрали их председателей. Профильных комитетов осталось, как и прежде, 7. Кандидатуры на должность их руководителей предложены спикером и поддержаны депутатами. Все, кроме одного – Комитета по экономической политике. Его председателя еще предстоит определить. Голосование на этом не закончилось. Депутатам необходимо еще выбрать того, кто будет представлять регион в Совете Федерации. Эту должность единогласно закрепили на следующие 5 лет за Биланом Хамчиевым. Я хотел бы вас всех поблагодарить за то доверие, которое вы мне оказали. Это для меня большая честь, большое доверие. Также большая ответственность представлять нашу республику от имени парламента в Совете Федерации уже 2-й созыв. Я, будучи и в Государственной Думе, и в других органах власти, в Совете Федерации, максимально в рамках возможного всегда старался на благо нашей республики, лоббировать интересы республики, решать проблемы, которые стояли в федеральных министерствах, органах власти во всех. И дальше намерен также плодотворно работать и весь свой опыт использовать на благо нашей республики. В Народном собрании 32 депутата, 3 политические партии. Новый состав парламента обновился на более чем 60%. 21 из 32 депутатов – новые лица. Среди них 2 женщины, 1 представитель русскоязычного населения республики. Думаю, парламент у нас сложился и будет дальше работать плодотворно. Думаю, рабочий парламент. Я хотел бы, чтобы вот то доверие вы восприняли это большая обязанность на себя, потому что эта обязанность теперь отвечать им тем же добром,
которые они видят и надеются, что парламент обязательно будет на их стороне. Знаешь, могу ждать уже. Ил нигец инудло, да, я тубахал бы. Баргаланч. Также стоит отметить, что 3 парламентария сложили свои полномочия. Так от мандатов отказались Исаак Астоев, Билан Хамчиев и Михаил Элязов. Ну а завершилось заседание на приятной ноте. Глава региона вручил спикеру парламента удостоверение и значок. Муслим Ганиев, Асхаб Белакиев. Новости 24.